Ну как я должна проверить, прочитал ли он учебник? Если дистанционный урок, вот сейчас показывали критерии, он не должен длиться, он не должен длиться 40 минут. То есть он, вот, допустим, если это у нас было по 30 минут, и если 16 учеников в классе, я их не могу опросить этот материал, тогда они должны ответить, вот мне здесь же в рабочем листе, допустим, что такое объект интеллектуальной собственности, привести примеры, что такое авторское право. То есть, прочитав учебник и просмотрев видео, они смогут ответить на эти вопросы. Здесь же, где выполнение, они могут поставить знак плюс-минус, то есть выполнил он эту работу или нет. Ну и затем уже это может быть задание, которое они выполняют тут же на уроке, то есть выполняет задание в Я-классе, там небольшая работа, переходит на вторую страницу документа, и вот здесь задание, допустим, открой текстовый редактор, придумай, запиши слоган, и я уважаю авторские права и так далее. Ну, как я уже говорила, это практическая часть, а вот если посмотреть вот на самое начало урока, то есть теория, то здесь, допустим, проверка домашнего задания. То есть я показала им эту табличку, и если ребенок не ответил на эти вопросы, конечно, он может на них прислать мне ответы позже. И, как я уже сказала, я выслала эту Google таблицу в класс и говорю, вот там Алина, Влад, вы не ответили на эти вопросы, я жду от вас этого рабочего листа. И даже для того, чтобы мотивировать учащихся, я решила сделать так. Я все рабочие листы суммировала и добавляла их в баллы к СОР. То есть я покажу сейчас, как я планировала, как я сделала, решила СОР, и выполнение всеми, но это же работа ученика, то есть выполнение домашних заданий, я считаю, что это нужно было тоже как-то учитывать, и они вот, допустим, выполняли работы. Ну вот, к примеру, вот один из рабочих листов, это рабочий лист ученика, да? Да, я вот его скачала, то есть вы знаете, что в системе Кунделик можно просто зайти в выполнение домашнего задания, вот, допустим, авторское право, урок, который я показала, вот так, открыть его, и здесь, пожалуйста, я вижу, сколько учеников выполнили домашнее задание, а сколько учеников не выполнили домашнее задание, кому я даю на доработку. И, к примеру, я открываю чью-то работу, и здесь я вижу, что вот ученик загрузил файл. Видите? Открываю файл и смотрю, ответил он на эти вопросы или нет. То есть он мне рассказывает, вот как он сделал гиперссылки до этого. То есть, конечно, это серьезная работа. И ученика, и нас. Но во всяком случае, проведя СОР, СОР мы также организовывали в Я-классе, я убедилась, что, в принципе, ребята, ну вот, к примеру, 6 класс, тему поняли. То есть у нас была организация сносок, организация гиперссылок, как я уже сказала, авторское право и так далее. Но я вижу, что большинство ребят получили по 100%. То есть здесь были как вопросы теоретические, как можно создать оглавление, так и практическая работа. Допустим, ученик во время СОР должен был скачать эту работу, вот, приложить свой файл, и я могу, это вот гиперссылочка, и я могу видеть, то есть обязательно в СОРе, конечно, критерии оценивания были, дескрипторы все прописаны, баллы, за что даются, какие баллы, и вот практическое задание. Практическое задание, то есть создать, опять же, гиперссылки, создать концевые сноски, оформить заголовки, оглавления. И вот я вижу, что ученик с этой работой справился. Ну, то есть, что я могу сказать по поводу дистанционного обучения, так, мои выводы, да? То есть, в принципе, оно, конечно, зависит от уровня подготовки учителя. Конечно, нужно готовить учителей. Я знаю, какие сложности были у моих коллег, были учителей самопознания, ИЗО. То есть дистанционный урок – это не урок, когда ты просто запустил презентацию, ученики просматривают, ну и читают, допустим, эту презентацию. Нет. Какие должны быть обязательные требования к дистанционному уроку? Я считаю, что все это нужно
перед учителям рассказывать. И, в общем, конечно, учителя информатики, я считаю, ну, мы подготовлены, поэтому в целом мы справились с дистанционным обучением. Ребята тоже. Но вопросов еще очень много. Качество знаний, ну, насколько оно соответствует действительности, ну, тут еще нужно будет подумать. Но мы можем, конечно, в начале первой четверти, допустим, организовать повторение и посмотреть, насколько ребята действительно усвоили эти темы. Необходимо подключать другие платформы, не только, вот, как я уже говорила, Кунделик, и тем более Я-класс — это российский проект, нам нужны наши казахстанские проекты. Ну и, как я уже сказала, необходимо обучать учителей. Ну вот, такие мои выводы. Если есть вопросы, я могу ответить. Спасибо, Лариса Геннадьевна. Это действительно практический опыт намного ценен, потому что мы в основном занимаемся теорией, а практика показывает нам, что даже структура урока, она не такая, как мы обычно запланировали даже, оно ближе похоже в реальности, то есть краткосрочный план. А здесь мы видим совсем уже другая структура, другие элементы урока. Естественно, для того, чтобы успешно проводить дистанционное обучение, необходимо знать особенности организации дистанционного обучения. И для того, чтобы знать психолого-педагогические особенности организации дистанционного обучения, я хотела бы предоставить слово замдиректора по учебно-методической работе ФАУН ЦПК «Орлеу» Республиканского института Танатовой Асель Джангазиевне. Асель Джангазиевна, звук қосуыңызға болады өзіңіз. Сәлеметсіздер ме? Естіліп тұр ма мені? Иә, керемет, жақсы естіліп тұр. Құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Өкінішті орай мен қазақ тіліне презентацияны аударуға үлгерген жоқпын. Сол үшін сіздерден кешірім сұрап, орыс тілінде презентацияны мен таныстырайын. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я вам благодарна за столь содержательное выступление. Во-первых, хотела бы сказать благодарность, что Ельдос Набиуллаевич нас познакомил с результатами исследования, предоставил нам, как работать на платформе. Это очень содержательная, я так думаю, практическая часть для нашей дальнейшей работы. Спасибо отдельное, конечно, хочу сказать Оскару Тукпановичу за то, что он познакомил нас, как структуру выстраивать урока в дистанционном образовании. И, конечно, огромное спасибо Ларисе Геннадьевне за то, что она проделала такую кропотливую работу в период дистанционного обучения и поделилась своим опытом. И мы можем видеть, как наглядно учитель ежедневно, ежеминутно работает над тем, чтобы учащийся смог достойно усвоить наш материал. Если вы разрешите, я перейду к своей презентации. Демонстрация экрана деп жасайсыз ғой, иә? Көрініп тұр ма? Жоқ, әзірге шыққан жоқ. Енді келе жатыр. Шықты ма? Шықты, иә. Уважаемые коллеги, я, наверное, подытожу. Я хотела вас сегодня познакомить с тем, какие психолого-педагогические особенности организации дистанционного обучения нам надо с вами учитывать для проведения эффективного обучения учащихся. Ну, в первую очередь, я, наверное, остановлюсь на том, что в современном мире IT-технологии стремительно развиваются. Это накладывает отпечаток на изменения нашей с вами жизнедеятельности. Мы замечаем, что ускорился темп жизни, да, взаимодействие с социумом. Конечно, это все откладывает неоспоримое влияние на современное образование. И что мы с вами наблюдаем? Мы с вами наблюдаем, что возрастает поток информации.
это ведет своего рода к такому дисбалансу. Почему? Потому что мы с вами получаем огромное количество потока информации, мы должны научить наших учащихся правильно работать с этой информацией. То есть, а проблема заключается в том, что ученики, к сожалению, не всегда могут правильно определять, где и как быстро можно достать верную информацию, не могут критически к ней подойти, потому что за единицу времени мы должны обработать большой поток информации. Поэтому такой дисбаланс, он требует от нас внесения изменения в структуру подачи материала. Конечно же, идет взаимопроникновение различных культур. И все это сказывается на том, что необходимо уже оперировать огромным количеством знаний. И в данных условиях, когда возникла пандемия, мы просто массово были вынуждены перейти на дистанционное обучение. И основа этого дистанционного обучения — это все-таки самостоятельное обучение учащихся. И я согласна с Ларисой Геннадьевной о том, что она сказала, что при традиционном обучении ученики 20% выкладывались, а сейчас от них требуется максимальная работа в дистанционном формате. Это абсолютно правильно подмечено. Асель Жамгазиевна, вы можете тоже развернуть презентацию? Развернуть? Да, слушатели спрашивают. Сейчас, қалай мен развернуть этим? Пока слайдов. F5 пока слайдов не Или мешает. F5. Или F5. Развернула? А все развернулось. Вы... Да, Хорошо. да, все, отлично. Байқаған жоқпын оны. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что современный мир требует новых коммуникаций, которые мы должны развивать у наших учащихся. В первую очередь, образование, оно точно должно реагировать на новые требования, на новые вызовы нашего времени. Да? Ученики должны уметь быть гибкими, они должны уметь быстро адаптироваться в изменчивых условиях, они должны уметь взаимодействовать друг с другом. И, конечно же, происходит своего рода трансформация, и в данном условии дистанционное обучение требует очень продуманных, наверное, совместных взаимодействий всех субъектов педагогического процесса. Вы знаете, сейчас вот интернет, он нам очень сильно помогает, потому что даже при подготовке к занятиям, да, мы с вами, педагоги, не можем обойтись без интернета. А если говорить о наших школьниках, то сразу можно отметить, что мы с вами сейчас обучаем цифровое поколение. Некоторые их называют еще поколение Z. Почему они так называют? Потому что современные школьники, те, которые сейчас именно у нас обучаются, у них в основном клиповое мышление. То есть что это такое? То есть это когда происходит быстрое переключение внимания с одной деятельности на другую, быстрое усвоение информации идет. И информация в основном, она воспринимается образно. То есть это картинки, это какие-то текстовые образы и тому подобное. Дети живут в интернете. И для детей вот это вот интернет — это нормальная, естественная среда, в которой они родились и растут. Поэтому у нас наблюдается такая тенденция, что сейчас очень многие увлекаются геймификацией. Я так думаю, что и нам надо обратить внимание школьному образованию для того, чтобы при построении уроков, при возрастных особенностях учащихся обращать на это внимание. Сейчас у современных школьников идет сетевое мышление, и повышаются психические процессы, ускоряются. И это говорит о том, что дети с легкостью могут, по идее, пройти дистанционное обучение. Но что такое дистанционное обучение? Это дистанционное обучение, когда ребенок должен заниматься самостоятельно. Для этого нужна очень сильная, жесткая самодисциплина, самоорганизация, которая, к сожалению, на данный момент у нас отсутствует. Я вам хотела сказать, что дистанционное образование, оно в основном объединяет преимущества традиционного виртуального образования. И к принципам относится не только применение ИКТ, да, и идентификация, там, индивидуализация материала, а в первую очередь идет интерактивность, открытость, гибкость,
адаптивность и, конечно же, передаваемость. Есть очень много положительных моментов в проведении дистанционного обучения. В первую очередь, это предоставляется доступ электронного материала после прохождения курсов. Мы это с вами даже и сейчас учитываем, мы проводим курсы повышения квалификации. Пользуясь случаем, хотела бы выразить слова благодарности всем нашим преподавателям, которые с марта месяца проводят курсы в онлайн-режиме, в офлайн-режиме. И мы отмечаем такую хорошую тенденцию, что те ссылки, которые у нас сохраняются, дают возможность каждому слушателю в любое удобное для него времени зайти, просмотреть, прослушать, доработать материал самостоятельно. И это один из очень хороших положительных эффектов. Это экономит время, слушатель выстраивает свою траекторию изучения, допустим, данного курса. И, конечно же, это стимулирует самостоятельную познавательную деятельность. Но при этом мы с вами вот заметили на период дистанционного обучения, вот, где мы массово уже все вынуждены были перейти, мы столкнулись с тем, что имеем в реальности некоторые трудности. В первую очередь, если это касается школы, учащиеся, они отдалены от педагога в пространстве и во времени в том числе. Да? То есть вот этот отсутствует непосредственный эмоциональный контакт, энергетический контакт между учеником и учителем, между учащимися и учителем. Нет тактильности, нет визуализации. Это, конечно, все негативно сказывается. Это все может даже привести к психологическому барьеру. И идет, знаете, у многих слабая самоорганизация, отсутствие мотивации. Многие знают, что занятия, домашние задания ученики делают только под контролем взрослых людей, когда они проверяют. Этого можно избежать, если ребенку привить навыки самоорганизации, если его замотивировать к успешному изучению предмета там, или курса, если это касается курсов повышения квалификации. Ну и, конечно, самая главная причина, это просто беда для всех, это недостаточная техническая оснащенность. Вы даже сегодня имели возможность убедиться в этом, когда наш институт не смог вовремя подключиться. Ну и, конечно, то, что говорила Лариса Евгеньевна, Геннадьевна, прошу прощения, то, что это очень высокая трудоемкая работа. Прежде чем предоставить материал, прежде чем создать условия, педагогу приходится выработать очень много энергетических сил, профессиональных сил, которые должны как результат предоставить и структуру урока, и содержательную часть, выбрать средства и методику того, что делать. Ну и для того, чтобы дистанционное обучение проходило эффективно, нужно всегда опираться на 3 фактора. Это осмысленность, организация и временной аспект. Осмысленность — это если ученикам предоставлять информацию в соответствии с их индивидуальными особенностями. И учитывая, что у них сейчас клиповое мышление, они не могут воспринимать информацию, если она идет вся текстовая, если она очень такая, как вам сказать, в больших объемах идет. Нужно создавать визуальные такие инфографические моменты, где основная суть может остаться у них надолго в памяти. Это поможет им понимать материал. Дальше большое значение имеет от организации материала, то есть уже Оскар Тукпанович проговорил, да, то есть нужно структуру урока выстраивать от начала до его завершения. Здесь очень много моментов, которые должны учитывать при построении. Конечно же, организация межличностного общения. Учитывая, что мы все на дистанционном
режиме работаем. Очень многое зависит от того, как мы с вами взаимодействуем. Мы все находимся в таком нелегком времени живем, когда с одной стороны пандемия, с другой стороны у нас есть свои цели, к которым мы должны прийти, но при этом мы не должны забывать, что мы все люди, и при этом работоспособность всегда будет на высоком уровне, если будут созданы условия для взаимодействия. Оно должно быть благоприятным, оно должно стимулировать для обучения, для работы и для других каких-то наших аспектов. Конечно, что касается временного аспекта, то здесь преподаватель в первую очередь должен знать, какое количество занятий он будет проводить в офлайн режиме, в онлайн режиме, с какой целью, какое количество времени будет на это уделять. И, конечно же, нужно четко знать, какой промежуток времени необходимо предоставлять учащимся для изучения самостоятельного материала. И для того, чтобы эффективно проходил этот процесс, нужно создавать условия и оказывать психолого-педагогическое сопровождение. Здесь, говоря о сопровождении, надо сказать, что здесь акцент должен делаться не только на ученика, но и на всех других субъектов педпроцесса, к которым относятся и педагоги, которых необходимо обучить правильно работать в дистанционном формате, и, конечно же, родители, которые четко должны знать, как им работать дома с детьми, как организовать атмосферу и как взаимодействовать с ребенком, чтобы он самостоятельно мог полноценно работать в дистанционном формате. Для этого есть две основные цели. Первое – это оказание помощи учащимся в разработке и реализации